Туркменское государство, расположенное на перекрестках маршрутов Великого Шелкового пути, с древних времен привлекало внимание славными национальными ценностями. Обозревая страницы нашей истории, мы видим, что во все времена на этой земле существовали могучие объединения и государства. Реализуемые в эпоху могущества и счастья под мудрым руководством уважаемого президента Туркменистана глубокие преобразования заметно возвысили международный авторитет страны. За короткий по историческим меркам срок была осуществлена колоссальная по своим масштабам деятельность. В качестве важнейшего пункта придается большое внимание созданию и поддержанию необходимых условий для направления инновационного развития. Говоря об этом, необходимо вспомнить примеры развития текстильной промышленности. Только за последние годы в строй были введены вторая очередь Ашхабадской хлопкопредельной фабрики, Прохабадский текстильный комплекс, а также вторая очередь Ашхабадского текстильного комплекса. Все эти объекты теперь наращивают экспортные возможности страны. Наряду с улучшением социальной сферы в сельской местности создаются условия для производства экологически чистых сельскохозяйственных товаров. Неуклонно повышаются перерабатывающие мощности агропромышленного комплекса. С этой целью во всех вилаятах в строй были введены новые элеваторы и мельничные комплексы. Достойно продолжается традиция туркменского ковроткачества – венца национальных ремесел. История позволяет нам сделать вывод о том, что во все времена туркменский ковер был предметом особой ценности. Использование в качестве сырья шерсти овец сараджинской породы и ее окрашивание натуральными красителями снискало туркменским коврам славу экологически чистых продуктов. Вниманием главы государства в стране были созданы условия для производства туркменских ковров. Теперь ковры стали производить в больших количествах, оставляя при этом столь же высокое качество. То есть исполняется мечта почитателей туркменских ковров, когда качество переходит в количество. Важно отметить и все крепнущие позиции частного сектора, ставшие возможными при активной поддержке государства, в том числе и за счет кредитования инвестиционных проектов. Отечественные предприниматели принимают активное участие в градостроительных проектах. В настоящее время Союзом промышленников и предпринимателей Туркменистана в общей сложности ведется участие в сотне объектах социально-культурного назначения. Просто поражают темпы строительных работ в стране. В городе Ашхабаде и на местах, наряду с беломраморными жилыми домами, в строй вводятся целые жилые комплексы и современные дороги. По пути суперсовременных проспектов поднимаются новые жилые дома, дарующие сотням семей возможность жить в новых домах. Строящиеся в настоящее время объекты не ограничиваются лишь надежностью, они отличаются и высокими стандартами. Их облик и составляет архитектуру столицы. Внесение беломраморного Ашхабада в Книгу рекордов Гиннесса является подтверждением возросшего международного авторитета страны. Туркменская земля в древние времена служила перекрестком важнейших торговых путей, и сегодня географическое положение страны стало важнейшим средством ее развития. Так, по инициативе уважаемого президента был осуществлен большой этап широкомасштабного проекта международного коридора «Север-Юг». Ввод в строй этого проекта позволит до 600 километров укоротить путь от европейских стран к портам Персидского залива. Проходя близ богатых месторождений нефти и газа, он привнесет новое дыхание жизни в земли, где некогда процветала дагестанская культура. Железной дорогой жизнь придет в местные села, а ее значение скажется на экономическом развитии вилаята и всей страны. Эта железная дорога имеет большое значение и для соседних государств – Казахстана и Исламской Республики Иран. Большая работа ведется и по переустройству главных морских ворот страны – Туркменбашинского морского порта, который является ведущим пунктом отправки туркменской продукции на экспорт. Присоединение Туркменистана к мировой системе оборота энергетических средств напрямую связано с освоением новых энергетических рынков, материально-техническим развитием топливно-энергетического комплекса, развитием и увеличением объемов добычи сырья, высокими показателями добычи и переработки нефти, газа, электроэнергии. Говоря об оценке зарубежных экспертов запасов топливных ресурсов Туркменистана, важно отметить, что в ближайшем будущем эти запасы пригодятся для обеспечения ряда стран.
В настоящее время продолжается масштабная работа по освоению газового месторождения Галканыш. Запасы газа на этом месторождении колоссальны. Строительство самого протяженного в стране газопровода «Восток-Запад» также важный шаг на этом пути. Присоединение этого газопровода общей протяженностью около 1000 километров с единой системой позволит создать надежную и устойчивую систему вывода туркменских энергетических ресурсов на международные рынки. Эту систему планируется завершить к 2015 году. Ведется продуктивная работа и по увеличению объемов экспорта туркменского голубого топлива до 65 миллиардов кубометров в год по газопроводу Туркменистан-Китай, основной сырьевой базой которого является договорная территория Бахтиярлык. Этот проект реализуется совместно с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией. Туркменский сектор Каспийского моря обладает большими запасами углеводородного сырья, и сейчас ведется работа по переработке его возможностей. Знаменательный факт. Именно Ашхабад в 2017 году примет 5-е азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам. В рамках этого престижного первенства спортсмены из 17 государств Азиатско-Тихоокеанского региона будут оспаривать право по 19 видам спорта. Сейчас туркменская столица в стадии активной подготовки. Она готовится к проведению в 2017 году 5-х азиатских игр. Они пройдут в строящемся Олимпийском городке. Проведение именно в Туркменистане 5-х азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам еще более повысит международный авторитет нашей страны. Политика уважаемого президента, нацеленная на возрождение древних национальных ценностей туркменского народа, направлена на приумножение славы ахалтекинских скакунов. Ежегодное проведение заботами уважаемого президента в апреле месяце соревнований скакунов, а также проведение творческого конкурса самого красивого скакуна также направлено на дальнейшее приумножение славы ахалтекинских коней. Ахалтекинские скакуны – это подлинное украшение национальных праздников. Они соединяют в себе гордость нашего народа. С древних времен туркменская земля, через которую проходили маршруты Великого Шелкового пути, своим колоритом, растительным и животным миром привлекала внимание путешественников. Исходя из этого, в стране уделяется колоссальное внимание развитию экологического туризма, туризма с изучением истории и краеведения, а также созданию современной туристической инфраструктуры. Создание национальной туристической зоны Аваза является важной вехой и подтверждением деятельности по развитию туризма на экологически чистом побережье Каспийского моря. Сегодня на Авазе реализуются передовые проекты мирового уровня. Каждый объект Авазы уникален и возведен в своем архитектурном стиле. По своему внутреннему и внешнему дизайну они отвечают национальным традициям и гармонично сочетаются с современными тенденциями. Под руководством уважаемого президента Туркменистана жизнь в нашей стране бурлит. Руками наших людей осуществляются масштабные, равные векам дела. Это залог светлого будущего нашего народа. И сегодня Туркменистан с радостью, с традиционным гостеприимством встречает своих гостей.